сегодняшняя тема очень проста. Множественное число. Как оно образуется в коми-языке? Берем слово, само существительное, прибавляем к этому слову суффикс «яс» и, пожалуйста, множественное число определенного слова. Очень легко. Некоторые лингвисты отмечают, что суффикс «яс» произошло от слова «ес», что значит «люди», несколько человечков, общий смысл их много. «Яс» и «ес» даже очень похожи по звучанию. Давайте мы с вами немного потренируемся на примерах. Например, слово «пон». Пон, яс, собака, собаки. Кыр, яс. Кстати, в коми языке это слово вовсе не ругательское, не обидное. Нывка, яс, девочка, девочки. Мазы, яс, пчела, пчелы и так далее. Очень легко. В говорении все логично и понятно. В написании, как вы заметили, перед яс может иногда стоять или разделительный твердый знак, или мягкий знак, зависит от самого слова. Если мы пишем слово «йорт», последняя согласная буква, она твердая, «йорт». И если мы хотим сказать «йорт», это, кстати, друг. Если мы хотим сказать «друзья», «йорт», «яс». После «йорт» и перед «яс» стоит твердый разделительный знак. А если взять слово «кань», «кошка», последняя буковка, мягкий знак, и перед «яс» мягкий знак, этот остается «кань», «каньяс» и так далее. В коми языке согласные «дж» и «ч» всегда у нас мягкие, и поэтому слова именно с этими согласными во множественном числе тоже содержат в слове мягкий знак. К примеру, «джоридж», «яс» мягкий знак есть. «Матч», мяч, «матч», «яс» тоже мягкий знак существует. В коми можно так сказать: очки будет очки, а часы часы. Одни часы, я говорю часы. Если их много, я говорю часы, яс. С очками то же самое. Если у меня одни очки, я говорю очки, очки. Если у меня их много, я говорю очки, яс. И так далее. Кстати, часто в контексте говорения слова может иметь множественное число без добавления яс. К примеру, Мича, Щин. Мича красивый, Щин глаз. Конечно, никто вам не скажет: у тебя красивый глаз, а второй так себе не очень. В коми языке это звучит нормально. То есть, например, Ныкаэс Мича Щинма. Дословный перевод: девочка с красивым глазом. Но в коми, если мы так говорим «нывка Мича Щинма», подразумевается то, что девочка с красивыми глазами. Прилагательное во множественном числе – это вообще легкотня. Тут независимо от единственного числа или множественного числа ничего не добавляется. Например, шуда ан – счастливая девушка в единственном числе. Если мы хотим во множественном числе сказать счастливые девушки, с прилагательным ничего не делается, ничего не изменяется, так и остается шуда ан яс. Только в существительном слове прибавляется яс. Шуда ан яс. Счастливая девушка, счастливые девушки. Или, например, топыт кабыр, сильный кулак. Топыт кабыр яс, сильные кулаки. Также это слово содержит твердый разделительный знак. Друзья, а на этом все. Ставим бурстик Янвы.